Ну что, друзья, вот я остался я один. Саня с Серегой поехали домой. Ну а мне предстоит неделя одиночества. Но это, друзья, совершенно не скучно, совершенно не страшно, совершенно не трудно, потому что я с природой. Пусть я один, но я буду заниматься подготовкой к весновке. Можно сказать, эта весновка уже и наступила. Буду ездить на озеро, буду проверять, пока можно, на Печоре крючки, ждать хода рыбы. Ну и прямо сейчас мы начнем заниматься делами. Это подготовим вот этот участок небольшой под палатку. То есть я сейчас снег уберу отсюда, чтобы быстрее растаяло, чтобы быстрее просохла земля, ну чтобы быстрее поставить сюда палатку. Погнали! Хватит, остальное само растает. Теперь на темном, солнышко, ветер, это дело за пару дней это все растает. Если дождей, снега не будет, здесь будет уже сухая лужайка. Постелим доски и поставим сюда палатку. И будем в ней жить. Так что все сделали. Теперь собираемся. И нам надо успеть вывести корыто и все остальное на большую землю. Доски надо вывести. А завтра, скорее всего, на лед будем уже перебираться с помощью лодки. Потому что там уже ездить опасно. Уже промыло. И ладно бы по насту. А так вот сейчас вот наст вообще не держит. Снег вот как крупа. А под ней уже вода. Так что ездить уже там опасно. Я понимаю, глубоко там не утонешь. Ну, а как доставать букс там где-то по грудь воды? Будет приятного мало. Так что надо спешить. Погнали. Так, друзья, была первая поклевка. Я не знаю, кто это был. Но, в общем, почистил сишка. И в прикормку с комбикормом и с творогом, ну, старую прикормку, еще добавил потроха, жабры, кровь. Короче, все туда вымыл и все сложил. И вот она, была поклевочка. Кто-то клюнул. Сбитый опарыш. Кто-то был. Это первая поклевка за целый день. А время уже ближе к вечеру.
Я не знаю, повлияла, не повлияла кровь, потроха. Но до этого поклевок не было. Сейчас посмотрим время. Блин, надо уже переправляться на тот берег. 15:40, без 24. Он я начал было собираться, уже все сложил. Набрал воды в избу. И тут первая робкая поклевочка. В 3 удочки ловлю. 100-рублевая мормышка, черная мормышка и красно-желтая, вишнево-желтая такая лодочка. Все, не получилось у меня поймать. Не получилось. Так, оставим. Ну, поклевка была, это 100%. Надо букс переправлять на тот берег, на большую, на относительно большую землю, чтобы не утопить его потом. Не стоит рисковать. В общем, поехали. Поехали, надо сматываться. Надо сматываться, иначе я потом могу утонуть просто здесь. Так, друзья, иду, короче, поправляю удочки. Вот так вот делаю отверстие поглубже, потому что уже удочки вылетают. Подошел к этой удочке, она уже была в лунке, и поднимаю, чувствуется тяжесть, хорошая тяжесть, хорошая натяжка, и не вижу кормушки. Возможно, попался сик и замотал всю кормушку, возможно, но не знаю, что-то тяжелое идет, но не дергает. Все. Вот идет вниз головой. Хвостом вперед идет. О! Инскаден. Как он так-то? А, вот он запутался. Взял, друзья, вон на нимфу. Взял на нимфу. Еле-еле. Вон такой сижок. Инскаден. Нимфа сработала. И запутался. И хвост был в петле. Только благодаря этому он не сошел, потому что он как-то интересно шел вниз головой. И удочка была там уже. Так что хорошо, что я все-таки проверил. Не поленился перед отъездом. Хотя времени уже каждая минута дорога. Тает на глазах. Но я все-таки решил проверить. Он еще меня и запутал. В общем, вот такой вот сижочек на вставную удочку. И у меня еще есть. Так что, возможно, начался ход рыбы, но не будем пока обнадеживать. Может быть, это еще случайность. Сейчас будет видно. Так, друзья, печора у нас чернеет прямо на глазах. И мне ничего не остается, как делать ноги. Надо спешить, иначе можно не успеть. Попробуем по той же дороге, что приехали, там уже отрывает. Вот уже здесь почернело. Лишь бы выскочить. Здесь зашуговано, как бы, знаю, что лед толстый, а вот здесь я уже не знаю. А вот
вон там уже открыто течет река. Так. Вроде как проскочили. Так, ну что, пока проехали. Что будет завтра, я не знаю. Вечером, наверное, я уж сюда не приеду. Смысла нет. Надо отдохнуть. Сегодня вообще ночь была без сна. Ой, возьму весло и оставлю резинку, если что, на берегу. Хрен его знает, что будет за ночь. Так что лучше не рисковать. Так, ну что, опять загружено по полной. Поехали. Поехали в избу. Препятствия проехали. Теперь остается только проехать озеро, и все нормально. Ну вот, наконец-то мы с Божьей помощью добрались до избы. Если вы думаете, что корыта легкие, то ошибаетесь, они неподъемные. Тут ведро, 2 ведра воды, грубо говоря, одного. Продукты, снасти, оружие. Рыба, 2 сига сегодня, буры, тут резиновая лодка, электростанция, запчасти, бензин, ноутбук даже сегодня я взял, рюкзак с аппаратурой. В общем, я взял сегодня ноутбук. Если он будет работать, я хоть буду работать на канале хоть немножко, чтобы не было застоя, хоть фильмы смонтирую, потом будет связь, закину. Ну, здравствуй, избушечка. А вот и я. О, холодная, неуютная. Ну, сейчас мы сделаем свет, растопим печку, и все будет хорошо. Вот это ветрище.
Ну вот, друзья, вот он, долгожданный ужин. Днем немножко пообедали с ребятами. В избу сегодня пришел пораньше, потому что просто срубает. Вы, наверное, уже сами знаете, что не только у меня, а также и у вас, если куда-то что-то собираетесь, а подъем у нас должен был быть в 3 часа, в 12 я где-то лег, естественно, я и это уже знал, естественно, я не смог уснуть, крутился, вертелся, в итоге взял телефон, часа 2, наверное, поотвечал на комментарии прошлых роликов еще. И только меня начало клонить ко сну, уже все, надо вставать. Встали. Сегодня мы сделали очень много. Перегнали лодку, привезли электростанцию, продукты. Ну, в общем, все, что пригодится, понадобится для длительного проживания на природе. Потому что ездить сейчас туда-сюда нет возможности, потому что мост у нас растаял, получается, по реке Печора ездить невозможно. Мы, получается, типа как на острове. Вот. Ну, конечно, если Иван Григорьевич приедет, с ним я съезжу домой. Но когда он приедет еще? Но если нет, то на следующих выходных Саня с Серегой подъедут. И на денек-два съезжу, конечно, домой. Ну а пока, я так думаю, что около недели мы проведем здесь, пока в избе, а потом, возможно, переберемся в палатку. Электростанция есть, там какой-никакой интернет есть. Буду работать, потому что на канале у меня полнейший завал с этими выездами, с отсутствием интернета. Был бы здесь интернет, я бы здесь работал. Интернета нет и работы нет. Сегодня у нас рыбацкий напиток прозрачный, потому что вишня закончилась. Не успели приобрести. Она в свободной продаже у нас ее нет. Запасы закончились. Ну ничего, все возьмем, все сделаем. Все будет. Первый день прошел. Мы, в принципе, и так раньше заезжали с Иваном Григорьевичем, но форс-мажор. Григорьевич уехал. Я его проводил. Денег побыл дома и приехал обратно. Так что давайте. Ваша стопочка. Устал, спать хочу сегодня. Болтать долго не буду, потому что быстренько сейчас наверну тарелку. Пару стопочек. И в люлю. Печка. На улице у нас 3,6 в общем плюса. А когда приехал, было 7 градусов тепла. Это при сильном ветре и при солнце. Снег съедает просто моментально. Воды на льду километр. Промывает на раз-два. Лунки расширяются прямо на глазах. Если без утренников, если такими темпами, то долго лед не простоит. Но перед ледоходом обычно бывает ход рыбы и клюет. Вот именно из-за этого мы здесь будем. Выкрутки пока.
Просто включил музыку, потому что на улице ветер, а вокруг избы, если вы заметили, очень много сухостоя. Как бы есть риск, что порыв ветра может сломать дерево, и дерево прямиком упадет на крышу. Ну, приятного будет мало, потому что 2 года назад здесь одно дерево уже зацепило угол крыши. Там 2 дерева вот так вот упало. 2 дерева упало рядом с избой вдоль. Падают. Ну, дай бог, чтобы они падали рядом, но не на избу. Тогда хорошо. Тогда и дрова будут от сухостоя. Не надо будет возить издалека. Площадку я сегодня почистил под палатку. День-два теплой погоды, и там будет нормально сухая площадочка уже. Вода, кстати, на реке прибывает. И в этом тоже есть плюс, как бы, если зимой на протоке рыбы не было, кроме мальков, вот таких вот корюсков, то сейчас, возможно, лед поднимется. Он уже поднялся где-то сантиметров на 30, наверное. И будет просвет для хода рыбы. И, возможно, перед ледоходом в протоку поднимется рыба. Это бывает хариус, бывает сиг. Сига давно уже нет. Это раньше, вот лет 20 назад, сиг даже заходил в протоку. Может окунь зайти. Так что, но опять же, когда вот это дело начинает рыба заходить, очень быстро тает лед, и на протоку уже бывает не выйти. Лед сгнивает. В общем, все сделано так, чтобы много не расслаблялись, получается так. Сегодня были планы, думаю, вечерком посижу, половлю. Но не могу, хочу спать. А то, во-первых, очень быстро растаял лед. Пойти он сегодня не пойдет. А если даже прибудет вода и лодка окажется в воде, то у меня, в смысле большая обяжка моя, то у меня с собой есть резиновая лодка еще. В общем, я привез весь свой арсенал. Обяжку, резиновую лодку. Мотор, правда, не мой, мотор у Сереги. Свой я так и не успел собрать еще. Не соберу. Долго думали, на какой лодке ехать. Было 3 варианта. Моя казанка, у Сереги казанка и вот обяжка моя. Все-таки пришли к выводу, что обяжка, она более такая килевая. Легче будет ее тащить по насту. Это наст помог. Если бы сегодня наста не было, заморозок был до минус 4, до минус 5 градусов. Ох, тяжело бы нам пришлось по реке ехать, по лугам. Дополнительно. Проехать бы он, конечно, проехал ураган, но дополнительная нагрузка на двигатель, на цепи и все такое. Теперь все есть. Единственное, чего может закончиться, это свежий хлеб. Как бы старый хлеб, он на улице ничего не будет, но он не свежий.
после 3-4 дней он будет уже не свежий. А так, консервы у меня есть. 2-3 дня я буду питаться еще домашней пищей, то, что я привез. Вот смотрите, даже вот печенку у Сига взял. Кишки закинул в прикормку. А печенка такая красивенькая, без всяких пятнышков. Туда-сюда я посолил сейчас рыбу. И печенку. Кстати, у нас же еще рыба есть. Соленая. С прошлого раза. Мы так и не съели. Не, вот такой грех не налить. Точно, точно. Как я про рыбу-то забыл. Там кусочка 2-3, наверное, еще осталось. Так, и все, наверное. Я сейчас только дойду до подушки и все. Сразу срубит. Первый день всегда тяжело. Пока заезд. Во-первых, сделали большую фронт работ, сделали большой. Ну, и не спали. Сегодня вообще капитально потрудились. Кое-что не успел из запланированного. Ну, ничего страшного. Завтра будет день. Будильник ставить не буду. Как проснусь, так проснусь. В планах поездка на озеро, проверка жерлиц, проверка клёва. Если рыба активная, если клюет, мы половим до обеда. После обеда обед. После обеда проверяем наши продольники. Как добираться будем, посмотрим завтра. Потому что река меняется с каждым днем. Возможно, придется накачивать резиновую лодку и как-то на лыжах, на резинке вот так вот потихонечку, возможно. На буксировщике лучше, я так думаю, не стоит рисковать. Ладно, друзья, будет день, будет пища. Планы мы поставили. Ваше здоровье. И до завтра. Завтра будет новый день. Второй. Потом третий, потом четвертый, потом пятый. А сколько их получится, я даже сам не знаю. Пока готов на неделю, а там видно будет. Спокойной ночи, друзья. До завтра. Вкусняшка. Бурлой.